Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР. В эфире Прайм Мацарский, программа, которую веду я, Юрий Мацарский. Ну и вот, как обычно, рассказываю обо всем самом важном и интересном из того, что произошло за последние дни в мире. Начну сегодняшнюю программу, в общем, с достаточно необычной истории. Мне кажется, никогда еще ничего подобного в Прайме, в моем, мы не показывали и не рассказывали. Отправляемся в Австралию, в Канберру. В Австралии, в Канберре произошла очень интересная, необычная история. Дело в том, что там из-за локдауна в Австралии из-за того, что очень многие службы доставки не работают, из-за того, что не только людям обычным, но и курьерам запрещено выходить из домов, вот перешли на доставку всего, чего только возможно, с помощью дронов. Вот такими дронами, такими беспилотными летательными аппаратами доставляются буквально вот продукты. Вот это вот человек снимает, который заказал себе из кофейни кружку кофе. Ну вот стаканчик кофе заказал. И снял, как к нему прилетел этот самый дрон, и на него напал ворон, живущий рядом с домом того самого человека, который заказал себе доставку. Ворон накинулся на него, судя по всему, защищая свое гнездо. Причем накинулся так, довольно так бесстрашно, схватился вот в это вот пластиковое или металлическое чудовище, ему явно незнакомый, пытался он его сбить и пытался, судя по всему, отогнать от этого самого гнезда. А человек, который все это снимал, и человек, благодаря которому мы сейчас наблюдаем это видео, он рассказывает о том, что каждый день заказывает себе такого рода доставку, каждый день пьет кофе. Вот кто бы вот мог представить себе, кто-нибудь там 10 лет назад, если бы рассказали нам о том, что мы будем жить в те времена, когда можно будет заказать кофе, который прилетит тебе по небу на аппарате беспилотном, который будет издалека управляться человеком, который сидит часто там за десятки, а то и за сотни километров от этого самого места. Причем это будет стоить дешевле, чем если бы к тебе пришел или приехал живой человек. Ну, никто бы не поверил. Так вот, человек, который все это снял, который ожидал кофе, он рассказывает о том, что он что-то примерно такое предполагал, что он достаточно давно наблюдал за тем, как вороны, которые гнездуются как раз недалеко от того дома, где он живет, страшно переживают каждый раз, когда слышат шум двигателей этих самых беспилотников, каждый раз начинают нервничать, подниматься в воздух, ну и в конце концов это произошло. Этот человек говорит о том, что для воронов, по его мнению, вот такого рода летательные аппараты примерно как для людей что-то вроде робота-убийцы с фильма «Терминатор». Что-то страшно пугающее, но вместе с тем что-то, с чем нужно бороться. И вот они вышли на эту тропу. То есть, если вдруг случится восстание машин, как в фантастических фильмах это нам показывают, у человечества будут союзники, у человечества будут помощники в лице воронов. Правда, у нас будут еще неожиданные союзники, помощники в лице внезапно топливного кризиса, который сейчас обрушился на Великобританию. Я как-то там в нескольких программах рассказывал о чудовищном кризисе и топливном, и не только топливном, который обрушился на ближневосточный Ливан, и даже показывал видео очередей на бензозаправки, которые выстраиваются по всему Ливану. А вот теперь примерно то же самое происходит в Великобритании. Вот это вот кадры из британских городов, и из Лондона, и из других городов люди проводят в очередях на заправке по несколько часов, и все равно не хватает. Можно отстоять 5-6 часов, влезть в драку. Вот смотрите, прям драки, настоящие драки происходят из-за очереди к вот этим самым заправочным пистолетам. Кто-то пытается мимо этих очередей проскочить, заправить свои автомобили, тут же получает за это вон по лицу, ногами. Все, вот прям вот настоящий такой вот кризис топливный налицо. Люди начинают звереть, потому что не могут заправить свои автомобили. А почему не могут заправить свои автомобили люди? Целый ряд факторов на это влияет. В первую очередь это пандемия коронавируса. Чуть позже объясню, почему именно она. Ну и выход Великобритании из Евросоюза. Вот это так называемый Брексит. Начну с Брексита. Брексит привел к тому, что примерно 20% водителей грузовиков, а как мы понимаем, что топливо доставляется вот как раз большими грузовиками, цистерновозами на заправке, так вот, примерно 20% водителей этих самых цистерновозов оказались
лишены возможности официального права работать в Великобритании, потому что у них они граждане Евросоюза, и они уехали к себе на родину, в другие страны, в Германию, в Польшу, в Литву и так далее. И вот это сильно сказалось как раз на нехватке рабочих рук в секторе как раз грузоперевозок. Это первый момент. Второй момент – это, как я уже сказал, пандемия коронавируса. Дело в том, что так вышло, что в последние годы молодежь не очень активно шла работать как раз с водителями грузовиков. И это такая стала возрастная профессия. И вот возраст тех людей, которые уже выходили, которые водили грузовики, им пришлось выходить на пенсию, они повыходили на пенсию, а замена не пришла. Почему не пришла? Потому что из-за пандемии оказались закрыты многие автошколы, в которых как раз учат водить грузовики, и из-за пандемии оказались закрыты те государственные учреждения, которые выдают лицензию на возможность работать по найму водителям грузовика. Из-за этого вот случилась нехватка рабочих рук, причем дошло до того, что вмешаться было вынуждено правительство, и премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон даже обратился к водителям с просьбой выезжать на автомобилях и заправлять эти самые автомобили только в случае крайней необходимости, только вот если действительно вопрос жизни и смерти. Во всех остальных случаях искать какие-то другие альтернативные средства передвижения каким-то образом или вообще воздержаться от поездок куда бы то ни было. Для того, чтобы решить проблему, сейчас уже в срочном порядке собираются власти Великобритании раздать рабочие визы, причем речь идет о тысячах, а возможно даже о десятках тысяч рабочих виз для водителей грузовиков, не имеющих британского подданства, не британских граждан, для того, чтобы вот как-то выйти из этой кошмарной ситуации, в которой оказалась страна. Кто бы мог подумать, да, взяли и в одной из самых богатых и развитых стран мира взяли и устроили кризис, не то чтобы на ровном месте. Понятно, что пандемия и выход из Евросоюза – это неровное место. Но, тем не менее, как-то могли бы подготовиться, могли бы, видя, к чему идет, видя, как вообще, на что указывают тенденции, подготовиться. Но нет, не смогли подготовиться. В итоге все вот появилось так, как оно появилось. Но это несравнимо, конечно. Эти кошмары и ужасы несравнимы с теми кошмарами и ужасами, которые сейчас, вот прям вот сейчас, в последние дни, переживают жители Эквадора, страны, расположенной в Южной Америке. В Эквадоре, в одной из самых больших тюрем этой страны, случилось восстание местных заключенных. Причем они даже не воевали не с охранниками, не с персоналом тюрем, они воевали между собой. Есть такие предположения, что это какие-то вот разборки между разными бандами, которые вот представители этих банд, боевики, состоящие в этих бандах, они воевали между собой, находясь на свободе, и вот продолжили эту войну, оказавшись уже за решеткой. Известно, что в ходе боевых столкновений между этими представителями этих банд применялось огнестрельное оружие, которое, вероятнее всего, каким-то контрабандным путем протащили. Вот то, что вы сейчас видите на видео, это автомобили, предназначенные для перевозки трупов, которые направляются целой вереницей туда, к этой самой тюрьме. А по официальным данным, больше 110 человек, наверное, уже даже больше 120 человек погибло. Еще вот до конца, я так понимаю, на этот час нет информации о том, сколько же на самом деле человек погибло. Вот подтверждено уже больше 100 человек, совершенно точно. Еще несколько человек в тяжелом состоянии, в критическом, часто находятся в больницах. Как говорят представители эквадорских властей, убитых и серьезно раненых среди полицейских и спецназа, который наводил порядок в этой тюрьме, нет. Есть несколько человек, которые получили легкие ранения. В кого-то из сотрудников, по-моему, речь идет о поварах, пытались вот эти вот самые бунтовщики взять в заложники, но их удалось вовремя вывести, удалось вовремя спасти, поэтому большая часть погибших и серьезно раненых, или вернее, скажем так, все погибшие и большая часть раненых – это сами заключенные, которые устроили вот такие вот очень кровавые разборки между собой. Сейчас, собственно говоря, в Эквадоре проходит следствие, выясняют
специалисты, что же стало причиной вот такой вот массовой совершенно войны. Это настоящая война. Если там за несколько часов больше сотни погибших, то это действительно настоящая война. Вот сейчас следователи выясняют, каким образом, собственно, туда оружие проникло и взрывчатка, потому что еще и взрывчатка там была. И, собственно говоря, что спровоцировало эту бойню, вероятнее всего, конечно, выйдут на каких-нибудь очередных представителей этих банд, но уже, наверное, находящихся на свободе. А в Тайване тоже, собственно, заваруха, но уже не в тюрьме, а в парламенте. Там случилась настоящая драка между представителями правящей коалиции и оппозиции по вопросу противоковидных мер. Дело в том, что Тайвань на какое-то время пытался ослабить карантин, карантинные меры. Это привело к вспышке заболеваемости коронавирусом на этой территории. И оппозиция, встречая в парламенте, должен был об этих карантинных мерах. Смотрите, у женщины бойцовые перчатки, то есть перчатки для единоборств на руках. Я чуть позже расскажу, что там вообще происходит. Так вот, должен был о карантинных мерах и о коронавирусе докладывать парламенту премьер-министр Су Ценг в парламенте. Но оппозиция рассчитывала на то, что он не только расскажет о карантинных мерах, но еще и принесет извинения за не вовремя снятые ограничения, которые привели к росту заболеваемости и к росту смертности. Но вот правящая коалиция, которая целиком из-за премьера, решила, что она не позволит пойти по такому сценарию этому заседанию, что не должен извиняться премьер, что это не его вина, ни правительство, ни он не виноваты в росте смертности и в росте заболеваемости. В итоге одни хотели, чтобы он извинился, другие говорили, нет, он ни в коем случае не извинится. И все это привело к драке, привело к настоящим разборкам. Я вот это еще раз обращаю внимание на то, что, по крайней мере, одна из депутаток пришла на заседание, на котором, собственно говоря, и произошла драка, на парламентское заседание в перчатках для боевых искусств. А еще в 2007 году, это вон 15 лет назад, может быть, даже уже больше, появилось расследование, как раз на Тайване журналисты выяснили, что все или почти все такие драки в тайваньском парламенте, они, скажем так, постановочные, что депутаты, зная, что что-то подобного от них ждут избиратели, в надежде на то, что за самых активных драчунов, за самых заметных участников таких боев проголосуют вновь и вновь, заранее договариваются об этих самых драках, заранее рассылают друг другу сообщения где-то в мессенджерах или тогда, наверное, еще через СМС с напоминанием о том, что у нас завтра рассмотрение такого-то, такого-то вопроса или у нас завтра обсуждение такого-то и такого-то закона, поэтому приходи в спортивной обуви, приходи в рубашке, которую не жалко будет помять, а то и порвать, и вот, собственно говоря, будем изображать перед избирателями, перед телезрителями наши непримиримые разногласия. Тогда же журналисты тайваньские писали о том, что все это, на самом деле не такая уж и не такое уж и серьезное противостояние, потому что понятно, что, во-первых, оно договорное, а во-вторых, те люди, которые участвуют в этих драках, которые вроде бы как так прям с ненавистью друг друга лупят, на самом деле потом преспокойно обедают, выпивают вместе, отмечают вот это вот удачное одурачивание собственных избирателей. Поэтому вот, наверное, присутствие женщины в спортивной майке и в перчатках для единоборств подтверждают слова или там тексты журналистов, которые были опубликованы еще там в 2007 году. Напомню, вот эта вот драка, вот все вот это вот то, что мы сейчас наблюдали, произошло из-за рассмотрения вопроса о коронавирусе. Но вот эти вот коронавирусные истории приводят к дракам и приводят к серьезному противостоянию не только на Тайване, не только в Азии, в Словении, в столице Словении Любляна. Я напомню, Словения – это бывшая республика Югославия, которая первая или одной из первых как раз покинула Югославию и давно уже находится в Евросоюзе. Вот несколько дней назад на огромную манифестацию вышли десятки тысяч человек по подсчетам самих протестующих, 10 тысяч человек, я немножко ошибся, не десятки, а 10 тысяч человек вышли на эту самую манифестацию, которая была направлена против как раз коронавирусных мер. Дело в том, что в Любляне, в принципе, в Словении
как и во многих других странах мира и Европы, в частности, введены так называемые ковидные паспорта, есть ограничения, куда люди не могут попасть, там, в самые разные заведения, в рестораны, часто в какие-то общественные места, в места, там, в транспорт в тот же. Часто нельзя попасть, если у тебя нет свидетельства того, что ты привился, свидетельства того, что ты прошел вакцинацию от коронавируса. И вот эти вот антивакцинаторы устроили марш по Любляне, устроили марш по славянской столице с требованием, в первую очередь, отменить эти самые ковидные паспорта, и еще, кроме всего прочего, просили еще и отменить обязательную вакцинацию. Ну, как просили? Они не просили. Они взяли и перекрыли, пытались, вернее, перекрыть одну из центральных улиц, одну из центральных автотрасс, которые проходят, ну, фактически через всю Любляну, пересекает почти всю славянскую столицу. Там с какими... Я хотел как раз обратить внимание, это не российские флаги. Здесь нет. Я очень надеюсь, что там нет людей, которые поддерживают государство-агрессор. Дело в том, что вот во многом флаг Словении просто вот он цветовая его гамма полностью, вернее, повторяет цветовую гамму флага Российской Федерации, флага страны-агрессора. Но там, если присмотреться, есть еще такой гербовый щит с рисунком внутри этого триколора, поэтому, к счастью, это никакой не российские флаги. Так вот, они пытались перекрыть движение автотранспорта по одной из главных трасс, и полиция вышла их разгонять. Вы видите, там вдалеке это водометы. Полиция вышла, полицейский спецназ, полностью облаченный, с водометами и со слезоточивым газом. Разогнали все это сборище, не дали вот этим самым антивакцинаторам перекрыть дорогу в Любляне, не дали этим антивакцинаторам остановить или приостановить, скажем так, экономическую жизнь и в столице, и во всей стране в целом. Вот с помощью водометов, с помощью слезоточивого газа, с помощью вот этих полицейских отрядов, которые потихонечку, но все-таки оттеснили протестующих в сторону и отдали возможность возобновить автомобильное движение. Все, в общем-то, таким образом протест и завершился. Вот вы видите, какие-то там единицы людей расходятся, а где-то там на заднем плане все еще потихонечку, но продолжает работать вот этот вот самый автомобиль полицейский с... Еще и вертолеты летают, которые за всем этим следуют. Полицейский автомобиль с водометами. Кстати, Любляна находится... Вот интересный момент. Вот это как раз с другого ракурса показывает, как... Это такие, наверное, предупредительные залпы, которые показывают, что вам бы лучше разойтись, потому что это на самом деле, вон поверх голов бьет. Потому что если вблизи вот такой вот штукой получить в туловище из водомета, он действительно с ног опрокидывает, и совсем мало того, что ты мокрый и грязный, потому что опрокидывает с ног обычно на далеко не стерильно чистую дорогу, так еще и синяки запросто может оставить, там действительно можно здорово травмироваться, попав под такую струю. Так вот, Словения расположена совсем рядом с Италией, а в Италии своя напасть. У них там, наверное, тоже есть антипрививочники, и они тоже устраивали какие-то там марши, устраивали наверняка какие-нибудь акции протеста, но сейчас и в Италии голова у людей болит совсем не из-за антипрививочников, а вот из-за этих ребят. Эти ребята называются «Дикие кабаны», и они уже в течение достаточно долгого времени, буквально терроризируют целый ряд провинций, территорий, городов Италии. И вот то, что вы сейчас наблюдаете, это вот в столичном Риме происходит. Они бродят по столичному Риму, они заходят в какие-то дворы, они ходят по улицам. Они, мало того, что они совершенно не боятся людей, не боятся шума машин, не боятся шума там мотоциклов и других транспортных средств, они еще и сами могут, например, напасть на кого-то. И те люди, которые гуляют с собаками, говорят, что эти самые кабаны достаточно агрессивно ведут себя по отношению к тем, кто выходит гулять со своими домашними животными. Не любят кабаны, не любят дикие звери, зверей домашних, видят в них, наверное, своих конкурентов.
Говорят вот что. Во-первых, говорят, что это достаточно давняя история. Люди, которые живут в Риме, что уже достаточно часто последние годы забредали кабаны в Рим и в другие крупные итальянские города, но вот так, чтобы вот целыми семьями, большими толпами и на регулярной основе практически селиться в вечном городе, вот это стало возможным только после начала пандемии, когда резко сократилась хозяйственная деятельность человека, когда резко сократилась вот охотничья деятельность человека, а кабаны почувствовали, что вот они могут быть хозяевами уже не только там где-то в лесах вокруг Рима, но и спокойно заходить в сам Рим. Вот интересно, что около месяца назад, в самом начале сентября, римская мэрия даже подала в суд на власти региона Лацио. А регион Лацио – это тот регион, который фактически окружает Рим. Там свои власти, в Риме свои власти, как вот в муниципальном образовании, а в регионе Лацио свои власти. Так вот, именно из-за кабанов римская мэрия подала в суд на власти региона Лацио и обвинила эти власти в том, что они способствуют проникновению кабанов в итальянскую столицу. В мэрии говорят следующее. Слушайте, это же кабаны не наши, они не у нас родились и выросли. Они выросли в регионе Лацио. И власти этого региона должны следить за тем, чтобы они к нам не проникали. Пусть их как-то отлавливают, пусть их куда-нибудь отвозят подальше от нас, пусть их расселяют на какой-то другой территории. Но это не наша головная боль, они здесь чужие, они к нам пришли из Лацио. Но вот интересно, кстати, чем там этот суд закончится, потому что пока еще вердикта не было, и не знаю вообще, было ли хоть одно еще судебное заседание, надо будет за этим внимательно проследить. Ну, а на на этих самых зверях, которые терроризируют несчастных римлян, мы дайджест сегодняшний заканчиваем и переходим к большим, важным, обстоятельным сюжетам. Начинаем мы с африканского Мали. В африканском Мали идет, давно уже идет, уже около 10 лет идет большая такая настоящая война, в которую вовлечено огромное количество самых разных сторон. Когда-то эту войну, тогда еще, наверное, это не была большая война, тогда это еще было некое такое восстание или некий мятеж, начинали малийские туареги, малийские племена туарегов, представители народности туарегов, которые живут на территории этого африканского государства. Со временем восстание туарегов переросло в войну, если я скажу всех против всех, я не сильно покривлю против истины, потому что там участвует Аль-Каида сейчас, там участвуют группы, так или иначе связанные, аффилированные с исламским государством. Там участвует правительственная армия Мали, там участвует армия Франции, там участвует немецкий Бундесвер, там участвует, по крайней мере, некоторое количество инструкторов военных из Чехии и из других европейских стран. Вот прямо сейчас принимают участие в этой самой войне на территории африканского Мали. Но начиналось все, повторюсь еще раз, с восстания туарегов, с восстания народности, которая считает себя во многом обделенной властями Мали. Давайте сюжет, кстати, о туарегах и поймем, чем, собственно говоря, туареги были недовольны, что это за народ такой и почему они вдруг начали воевать против правительства Мали. Этот сюжет посмотрим и потом расскажу, что происходит прямо сейчас. Туареги – народ, живущий в Северной и Центральной Африке и насчитывающий порядка 2 миллионов человек. Примерно половина всех туарегов мира живет на территории Мали. Основным занятием малийских туарегов является животноводство. Они постоянно кочуют вместе со стадами коров и верблюдов в поисках пастбищ и водопоев, что порою приводит к конфликтам с оседлым африканским населением. Представители этого народа вообще заметно отличаются от своих соседей – арабов, фульбе, бамбара и других народов и племен Африки. Туареги не только сохранили свой древний, мало похожий на другие африканские язык, но и сберегли до наших дней собственный алфавит – тифинанг, появившийся более 2000 лет назад. Этот алфавит еще называют древнеливийским, а сами туареги считают, что именно в Ливии находится их историческая родина, откуда они расселились столетия назад по соседним регионам.
Слово «туарек» появилось вскоре после прихода в Африку арабских завоевателей и поначалу носило довольно уничижительный характер. Означающий буквально «брошенный Богом», этот термин использовался арабами для описания людей, незнакомых со священными книгами и не исполняющих привычные для жителей Ближнего Востока религиозные предписания. Сами туареги называли и называют себя имохак – свободные люди, хотя среди современных представителей этого народа хватает потомков рабов. В феодальной иерархии имохак, внуки и правнуки невольников, занимают одну из низших ступеней. Наверху же находятся вожди, крупные скотоводы и исламские клирики. Туареги живут и кочуют племенами, у каждого из которых есть свои предводители из числа знати. Племена эти отличаются друг от друга наречиями, традициями и территорией, по которой они кочуют. Любопытно, что женщины из высших сословий обычно принимают в делах племени не меньшее участие, чем мужчины. Они присутствуют на племенных собраниях и имеют на них право голоса. А вот своей государственности у туарегов нет, хотя попытки его создания в современной истории предпринимались. В 1916 году несколько племен подняли восстание против французских властей, которые тогда управляли немалой частью Северной и Центральной Африки. Поначалу довольно успешное для повстанцев, противостояние это закончилось массированным французским наступлением, в ходе которого туареги были выбиты из занятых ими городов, а их лидеры прилюдно казнены в назидание другим. После ухода французов из Африки в 60-е годы прошлого века туареги, надеявшиеся на создание собственного государства, но так его не получившие, подняли новое восстание. На этот раз их противниками стали власти только что получивших независимость от Парижа государств Мали, Алжира и Марокко. Силы повстанцев были совсем незначительны, всего несколько сотен человек, оружие устаревшим, а из средств передвижения у них были только верблюды. Поэтому-то попытка создания независимого туарегского государства довольно быстро провалилась. Вскоре после поражения этого восстания у туарегов в Африке появился могущественный заступник. В 1969 году в Ливии к власти пришел Муаммар Каддафи. По происхождению Каддафи, как он сам припоминал, при каждом удобном случае был бербером. Берберы – родственный туарегам народ, и это родство Каддафи решил использовать в своих целях. Мечтавший распространить свое влияние на как можно большие территории Африки, ливийский лидер организовал для туарегов из Ливии и соседних стран специальные лагеря, в которых юношей и мужчин обучали военному делу. Часть прошедших через эти лагеря людей оставалась в Ливии и несла службу в местном спецназе. Часть, прежде всего жителей Мали и Нигера, возвращалась в свои родные племена. Скорее всего, именно эти люди, обученные и подготовленные Каддафи, стали организаторами и главной движущей силой нового мятежа, вспыхнувшего в 1990 году. Активные боевые действия продолжались около 5 лет и закончились подписанием формального мирного соглашения в 1996 году. Заключение мира сопровождалось ритуальным сожжением оружия на огромном костре, однако, как вскоре выяснилось, повстанцы сожгли далеко не все свои запасы вооружений. В 2007 году туареги Мали и Нигера возобновили боевые действия против армии своих стран. Главной причиной нового мятежа лидеры повстанцев назвали несправедливое распределение доходов от добычи полезных ископаемых на землях туарегов. Восстание продолжалось до мая 2009 года и завершилось обещанием правительств двух государств увеличить бюджетные отчисления туарегским регионам и объявить амнистию для всех мятежников. Мир продлился всего несколько лет, и новые боевые действия с участием туарегов вспыхнули в 2012 году. Одной из основных причин этого восстания стало свержение в Ливии режима Каддафи и последующее бегство из страны тысяч вооруженных туарегов. В Мали к ним присоединились местные противники центральной власти, которые в апреле 2012 года объявили о создании независимого туарегского государства Азавад. Никем не признанная страна включала в себя больше половины территории Мали, значительную часть Нигера, да еще и претендовала на земли соседних государств со значительным туарегским населением. Правда, даже как никем не признанное государство, Азавад просуществовал всего несколько месяцев и был ликвидирован его же создателями, после того, как они поняли, что международного признания им никогда не добиться. Вместо независимости лидеры восстания решили добиваться более широкой автономии для туарегов, однако войну это решение не остановило.
Вот, в общем, так вот туареги начали эту войну. В нее сейчас, как я уже сказал, втянулись самые разные люди из самых разных стран, часто из принадлежащих к каким-то самым разным организациям, в том числе и тем организациям, которые в мире считаются террористическими и экстремистскими и так далее. И так далее. Вот это вот идет война. На фоне этой войны, которая идет уже черт знает сколько лет, в Мали произошел военный переворот. В прошлом году в Мали произошел военный переворот, по итогам которого к власти пришла военная хунта. То есть пока одни военные вместе там с европейскими союзниками воюют там против всех, что называется, другие военные берут и захватывают власть и объявляют себя новым правительством Мали. Их не очень-то, собственно говоря, поддержала в этом Европа, не очень-то это понравилось европейским правительствам, которые отправляли в свое время туда свои контингенты, и они в какое-то время назад решили переформатировать свою военную миссию, решили несколько видоизменить свое военное присутствие. В первую очередь речь идет о французах, которые составляют костяк вот иностранных сил в Мали. Они решили несколько видоизменить свою военную операцию, скажем так, больше ответственности переложить на местную малийскую армию, на местные малийские силы безопасности и потихонечку вывести часть, не все, а часть своих сил из Мали. Хунта посчитала, что, собственно говоря, происходит следующее. Та самая малийская хунта, которая оказалась у власти, посчитала, что речь идет о том, что их оставляют вообще европейцы коварные один на один со всеми противниками, которые только можно придумать. С туарегами, с Аль-Каидой, с ИГИЛ, чуть ли там не с Боко Харам. Они начали серьезно по этому поводу переживать, они же прекрасно понимают, они власть взяли незаконным путем. Они взяли власть просто потому, что свергли правительство, к легитимности которого, правда, тоже были вопросы, но тем не менее. Вот они взяли власть военным путем, свергли одних чиновников, сами себя назначили другими чиновниками. И эти люди прекрасно понимают, что есть масса других желающих, желающих занять их место. Масса других людей, которые бы тоже провернули похожий переворот и пришли бы, заняли бы то место, которое заняли они. Причем вполне вероятно, что где-нибудь рядом с этой самой хунтой эти же люди и сидят. Такое в истории было много раз. И, кстати, и в истории египетской такое было. Сначала свергли монархию, был один президент, потом переиграли, поставили другого. То же самое, вернее, по похожему сценарию проводился целый ряд переворотов в Сирийской Арабской Республике. Вот отец нынешнего президента Башара Асада, Хафиз Асад, участвовал в 2 сразу переворотах. По итогам одного он стал министром обороны, потом провернул другой переворот в качестве министра обороны и стал уже президентом. И вот с 70-го года после этого переворота Асады и правят Сирией или издеваются над Сирией, кому как нравится. Так вот, для того, чтобы обезопасить себя от такого развития событий, скажем так, от сирийского сценария, хунта малийская решила, что нужно, значит, европейцам доверия нет, нужно нам искать кого-то, кто нас сможет защитить от возможных претендентов на, собственно говоря, на управление страной. Где таких людей искать? А к кому еще может обратиться хунта с сомнительной легитимностью? Да, конечно, к Москве. Там точно такие же ребята сидят, похожая хунта сомнительной легитимности, которая там рисует себе, то, что я в прошлой программе рассказывал, рисует себе любые результаты на выборах, которые захочет, отправляет в могилу или в изгнание, или в тюрьму оппонентов. Ведет себя так, как, в принципе, должны вести себя узурпаторы, так, как должна вести себя хунта. Плюс ко всему, у этой хунты есть еще такая палочка-выручалочка для самых разных бандитов по всему миру. Эти бандиты помогают людоедам в Венесуэле. Эти бандиты помогают людоедам в Центральной Африканской Республике. Эти бандиты убивали людей на территории украинского Донбасса. Это та самая ЧВК Вагнера, которая отметилась самыми разными преступлениями. Заживо сжигали людей в Сирии, пытали людей в Ливии. Все это то самое ЧВК Вагнера, о котором все знают. С ними, как выяснилось, ведет переговоры малийская хунта о том, чтобы они их защищали. Причем, что самое интересное, в российском правительстве, по-моему, министр иностранных дел Сергей Лавров прямо говорит о том, что правительство Мали ведет переговоры с одной российской частной военной компанией. Вообще ни разу
не задумываясь о том, что, собственно говоря, не может быть в России по закону никакой частной военной компании, потому что в России каждая частная военная компания подпадает под определение наемничества. А это уголовное преступление в Российской Федерации, за которое дают до 15 лет лишения свободы. То есть российская власть устанавливает закон, согласно которому наемничество карается тюрьмой, наемничество считается тяжким преступлением, но эта же российская власть покрывает и, скорее всего, создает частные военные компании, которые действуют в ее интересах. Какие интересы могут быть у ЧВК Вагнера и у их покровителей правительственных в Мали? Ну, во-первых, это, конечно, прямая денежная оплата за их услуги. Речь идет о более чем о 10 миллионах долларов в месяц. Можете себе представить, 10 миллионов долларов в месяц будет платить страна, которая не вылезает из бесконечных войн, страна, которая фактически сейчас выживает за счет иностранной финансовой помощи. И вот эта иностранная финансовая помощь будет направляться не на помощь бедным, не на помощь больным, не на преодоление последствий вот этого кошмарного коронавируса, а на оплату наемников, которые должны охранять хунту. Второй момент, как это было и есть в Сирии, как это было и есть в Ливии, скорее всего, в обмен на услуги этой самой частной военной компании кремлевская хунта попросит от малийской хунты какую-то часть, собственно говоря, тех полезных ископаемых, которые находятся в недрах Мали. Там масса всего. Собственно говоря, вот в Сирию ЧВК влезла как раз для того, чтобы ЧВК Вагнера влезла для того, чтобы заполучить и передать под контроль приближенных к Путину олигархов местные нефтяные месторождения. И с чем-то подобным, там, правда, речь идет не о нефти, а о редкоземельных металлах, может быть, даже, кстати, отчасти об уране. Вот о чем-то подобном речь может идти и в Мали. То есть российские наемники должны будут, собственно говоря, спасать хунту и параллельно и за счет этого еще и обогащать своих кремлевских хозяев. Ну вот такова природа наемничества. Вот так вот наемничество и работает. У нас, кстати, есть сюжет о наемничестве. Давайте его посмотрим. Наемничество – одно из древнейших занятий человечества. В самых ранних дошедших до нас памятниках литературы частенько упоминаются люди, принимающие участие в битвах не из патриотизма, желания защищать свой дом или наказать обидчиков, а ради денежного вознаграждения. Так именно наемники являются главными героями самого известного произведения древнегреческого писателя Ксенофонта «Анабасис». В этой книге изложена история злоключений греческих воинов, нанятых персидским царевичем Киром-младшим, который мечтал захватить трон, но погиб в бою. Преемники греков, римляне, предпочитали не сами идти в наемники, а платить представителям других народов за участие в войнах на их стороне. Так, покорив Центральную и Северную Европу, римляне взяли за правило платить вождям одних германских племен за то, чтобы те защищали римские поселения от набегов других германцев. Наемники вскоре решили, что им мало одного лишь денежного довольствия и начали требовать равных прав с римлянами. Империя ответила резнёй зарвавшихся германцев. Отношения с ними были испорчены навсегда. И в 410 году нашей эры отряды вестготов, среди которых наверняка были и потомки римских наемников, захватили и разорили Рим, уничтожив древнюю империю. От собственных наемников пострадал и заклятый враг Рима Карфаген. Тамошние правители всегда предпочитали воевать чужими руками и не скупились на зарплаты нанятым за границей солдатам и офицерам. Но после поражения от римлян в Первой Пунической войне Карфаген оказался разорен. Наемники остались без зарплаты и взбунтовались. Бунт перерос в настоящую войну, которая едва не закончилась крушением Карфагена. Византийская империя, власть в которой распространялась на территории, прежде управляемые Римом и Карфагеном, тоже знала толк в наемниках. Византийским императорам служили норманы, англичане и даже жители Киевской Руси. Все вместе они назывались варяжской дружиной, и следы их пребывания до сих пор заметны в Стамбуле, городе, который под названием Константинополь много веков был столицей Византии. Так в мечети Айя София до сих пор можно найти выцарапанные на стенах скандинавские руны, относящиеся к XI
XI-XII векам. К слову, наемников хватало и в армии османского султана Мехмеда II, который уничтожил Византийскую империю и в 1453 году захватил Константинополь. Даже огромную пушку «Базилика», разрушившую одну из стен города, для султана сделали наемники под руководством венгерского инженера Урбана. Кстати, сначала Урбан предлагал свои услуги защитникам Константинополя, но у них не нашлось достаточно денег, и инженер ушел к их врагам. В Средневековье по дорогам Европы скитались в поисках богатого нанимателя целые армии профессиональных военных. Одна из самых известных из них, Белая рота, прославилась особенной беспринципностью. Ее предводители порой заявлялись к осажденным городам и устраивали аукционы между осажденными и осаждающими, и выступали на стороне тех, кто готов был заплатить больше. В составе Белой роты воевали итальянцы, венгры, шотландцы и французы, но больше всего там было англичан. Именно эти англичане обогатили множество языков словом «фрилансер», которым сейчас называют внештатных работников. Буквально означающее «вольный копейщик», оно изначально использовалось для описания наемников, готовых предоставить свое копье и умение им пользоваться в распоряжение любого, готового заплатить за это деньги. Никколо Макиавелли в главном своем труде «Государь» предупреждал об опасности использования наемников. Он писал, что этим ненадежным, недисциплинированным и не боящимся Бога людям ничто не может помешать в самый ответственный момент перейти на сторону готового заплатить больше врага или попросту сбежать с поля боя. Но одна категория наемников опровергает слова великого мыслителя. Швейцарские наемники, первыми среди европейцев, овладевшие мастерством использования алебард, прославились как верные долгу и бесстрашные солдаты. Европейские правители нанимали швейцарцев как минимум с XIV века, а в 1506 году швейцарская гвардия стала официальной охраной Папы Римского. И эта привилегия сохраняется за швейцарцами и по сей день. Папская гвардия не принимает, как в прежние века, участие в битвах и осадах, а лишь повсюду сопровождает понтифика. Так что сейчас ее бойцов и наемниками сложно назвать. Но институт наемничества никуда не делся. Самые разные солдаты удачи принимали участие в войнах, гремевших в последние десятилетия в Азии, Африке, разваливающейся Югославии и в других горячих точках. В 1989 году Организация Объединенных Наций приняла Конвенцию о запрещении вербовки, использования, финансирования и обучения наемников. Эта конвенция вступила в силу через 20 лет после ее принятия, а соблюдать ее подписание обязались меньше 3 десятков государств. Такие страны, как США, Россия и Великобритания от ратификации конвенции отказались, а среди тех стран, что взяли на себя обязательство следовать ограничениям ООН, есть те, которые эти обязательства регулярно нарушают. К таким можно отнести, например, Сирию и Ливию. Вот с такими вот людьми пытается, наверное, сейчас все еще связаться малийское правительство, пытается каким-то образом с ними договориться, чтобы их охраняли от всевозможных противников. Но, возможно, есть не нулевая возможность того, что все эти переговоры с ЧВК «Вагнер» — это просто, скажем так, шантаж, попытка попугать западные правительства, добиться от них какого-то участия, более активного участия в войне и в защите этой самой хунты на территории Мали. И, возможно, похоже на то, что это удается. Почему? Потому что, вот смотрите, французское правительство, британское правительство и представители военных командований разных европейских государств высказались с осуждением этих самых затей, возможного подключения к конфликту в Мали российских наемников. Более того, французы, немцы и представители других западных стран сказали, что если туда придут российские наемники, если туда фактически придут уголовники и преступники, то иностранные контингенты будут выведены. И малийская хунта и ее вот новые российские друзья один на один окажутся с туарегами, с Аль-Каидой, с ИГИЛ, со всеми, с кем только можно. И разбирайтесь сами, дальше делайте все, что хотите.
В ответ на это там представители хунты несколько заголосили, начали кричать: не бросайте, не оставляйте. И мы же пошли с ними разговаривать, значит, с этими российскими преступниками только потому, что вы собираетесь выводить часть войск, только потому, что вы нас собираетесь оставить один на один, значит, со всеми нашими врагами. И вот похоже, по крайней мере, появилась уже информация со ссылкой на официальные французские лица, что Франция несколько пересматривает теперь скорость вывода своих людей, своих военнослужащих из Мали, и все-таки значительную часть контингента своего там оставит. Плюс ко всему Франция пообещала открыть некие военные учебные заведения, по крайней мере, одно военное учебное заведение для того, чтобы готовить малийских военнослужащих и сотрудников служб безопасности в соответствии с современными европейскими подходами. То есть, по большому счету, французы сказали: так, ребят, мы пока здесь побудем, но параллельно научим вас самих воевать в соответствии со всеми современными достижениями европейской науки военной, научим вас новым тактикам, новым стратегиям ведения войны, и вот только тогда, когда мы поймем, что вы готовы, что вы вооружены, умеете пользоваться современным оружием, будем решать, что делать дальше. Так что, в общем-то, можно сказать, что здесь еще так ничего не решено, и что, может быть, Мали несколько еще сможет, еще есть шанс избежать судьбы тех стран, куда все-таки наемники пришли. Тех стран, где ЧВК Вагнера чувствует себя как дома. И вот, как я уже говорил, одной из таких стран является Венесуэла. Там давным-давно присутствуют российские наемники, там российские интересы совершенно очевидны. Помочь, значит, главному антиамериканисту западного полушария Николасу Мадуро утереть нос Америки, как думает себе эта Россия, как представляет себе эта Россия. Как удалось утереть нос Николасу Мадуро, стало понятно в конце прошлой недели, когда был, как удалось Николасу Мадуро и его российским друзьям и партнерам утереть нос Америки, стало понятно в конце прошлой недели, когда был опубликован очередной отчет о состоянии экономики в Венесуэле. Так вот прежде чем я несколько цифр приведу, расскажу следующее. Венесуэла – страна с самыми большими разведанными в мире запасами нефти. То есть это страна, которая вот буквально плавает в нефти. Это страна, у которой нефти больше, чем там утрированно, но тем не менее, чем у всех богатых ближневосточных монархий вместе взятых. То есть, по большому счету, эта страна живет на миллиардах. Вот она стоит на миллиардах долларов, при этом 94,5% населения Венесуэлы сейчас, вот как стало известно на прошлой неделе, живет за чертой бедности. Повторю еще раз, 94,5% населения Венесуэлы живет за чертой бедности. 77% населения Венесуэлы живет в условиях экстремальной бедности. То есть это те люди, у которых не хватает денег даже на самые базовые продукты питания. Речь не идет о покупке новой одежды, и речь не идет о покупке новой обуви, речь не идет о возможности арендовать квартиру и тем более о возможности купить квартиру. Речь идет о том, что у 77% населения Венесуэлы прямо сейчас нет денег на то, чтобы купить продукты и наесться досыта, и накормить детей досыта. 77%. Самая богатая нефтью страна в мире. Кстати, эту нефть перерабатывать Венесуэла сама не может. Дело в том, что западные санкции оставили ее без технологий, без оборудования, необходимого для добычи, переработки этой самой нефти в объемах, которых бы хватало для того, чтобы, собственно говоря, поддерживать другие отрасли экономики Венесуэлы в рабочем состоянии. Плюс ко всему, главный рынок сбыта нефти, нефтепродуктов из-за тех же самых санкций, а это рынок Соединенных Штатов Америки, для венесуэльской нефти закрыт. И все это благодаря кому? Благодаря
Николасу Мадуро, человеку, который продолжает называть себя президентом Венесуэлы, который в глазах части мирового сообщества, в первую очередь там России, Ирана, Китая и еще нескольких стран, признается действующим главой государства, но в глазах Соединенных Штатов Америки, значительного числа стран Европы и еще ряда стран региона считается узурпатором. Вот из-за действий Николаса Мадуро страна оказалась в том состоянии, в котором она оказалась. Повторюсь, 77% не может досыта наесться и накормить своих детей. Кто такой Николас Мадуро, спросите вы? А вот посмотрим, узнаем это из сюжета. Николас Мадуро, названный в честь отца, родился в 1962 году в семье рабочего венесуэльца и его жены колумбийки Терезы. В свидетельстве о рождении указано, что Николас метис, то есть среди его предков есть люди африканского и индейского происхождения. Сам Мадуро говорил, что его дед был евреем-сефардом, переселившимся из Европы в Венесуэлу и перешедшим на новой родине в католицизм. Семья будущего президента отличалась левыми взглядами. Отец долгое время даже был профсоюзным лидером и организатором стачек и забастовок. В старшей школе и сам Николас Мадуро находит себя в политике и становится активным участником ученического союза, защищающего интересы школьников. Скорее всего, политическая работа так и не позволила ему сдать выпускные экзамены. По крайней мере, записи о выдаче Мадуро аттестата зрелости в школьном архиве нет. В конце 70-х Мадуро устраивается работать водителем автобуса. Несколько лет он возит рабочих на стройке метрополитена Каракаса и подрабатывает телохранителем у одного из лидеров венесуэльских социалистов – Хосе Рангеля. В середине 80-х молодой Мадуро отправляется на Кубу, где проходит обучение у местных коммунистов. По некоторым данным, кубинские власти ставят перед венесуэльцем задание втереться в доверие по возвращению на родину к делающему стремительную карьеру офицеру Уго Чавесу. Якобы кубинцы через Мадуро хотели убедить популярного УМАС военного встать во главе социалистических преобразований в Венесуэле. Как бы то ни было, Николас Мадуро, вернувшись домой, действительно довольно скоро сошелся с Чавесом. А когда офицера, ставшего политиком, арестовали в 1992 году за попытку госпереворота, именно Мадуро возглавил кампанию по его освобождению. С тех пор эти двое почти всегда были вместе. Помилованный в 1994 году Чавес отправился в тур по стране и по соседним государствам, часто появлялся на людях с Николасом Мадуро. От партии Чавеса бывший водитель автобуса избрался в Конгресс, а когда офицер занял в 2000-х президентский пост, его протеже пересел из депутатского кресла в министерское, возглавив венесуэльский МИД. В 2011 году у Чавеса диагностировали рак. Понимая, что ему осталось недолго, президент назначил своим заместителем и преемником Николаса Мадуро. 5 марта 2013 года Уго Чавес умер. Согласно Конституции, его заместитель стал временным президентом, а после проведенных в середине апреля досрочных выборов уже постоянным главой государства. На этих выборах Мадуро набрал чуть больше 50% голосов избирателей, опередив ближайшего преследователя, христианского социалиста Энрике Каприлеса, всего на 1,5%. Николас Мадуро всегда стоял на социалистических антиамериканских позициях. По его же признанию, своими учителями и наставниками он считает лидеров кубинской революции, братьев Фиделя и Рауля Кастро, а также свергнутого и казненного ливийского диктатора Муаммара Каддафи. В ходе первого президентского срока Мадуро продолжил начатую еще при Чавесе программу конфискации собственности у работавших в Венесуэле западных компаний и постоянно увеличивал объемы бюджетных выплат местным беднякам. Результатом этих действий стали инфляция в 2 миллиона % за 6 лет, бегство из страны каждого 10-го жителя, тотальный дефицит даже самых необходимых продуктов и средневековые показатели детской смертности. Тем не менее, по итогам прошедшим в 2018 году выборов, Мадуро был переизбран на второй шестилетний президентский срок, получив почти 68% голосов избирателей. ООН, Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, Австралия и ряд других государств и организаций не признали результат этих выборов, посчитав, что и ход самой избирательной кампании и подсчет голосов проводились с грубейшими нарушениями. Но, тем не менее, этот человек продолжает управлять страной, продолжает руководить ею,
продолжает распродавать золотой запас для того, чтобы хоть как-то поддерживать экономику на плаву. Получается не очень, потому что средняя зарплата в госсекторе, например, сейчас составляет в месяц, вдумайтесь, $3. $3 составляет средняя зарплата в госсекторе, а частного сектора толком и нет. И люди живут очень часто вот действительно в натуральном хозяйстве. Кто-то что-то выращивает, какие-то овощи или фрукты, кто-то выращивает какую-то живность, и потом меняются, и так и живут. Но понятно, что это в основном жители сельской местности. Горожанам куда сложнее. И вот этот вот самый странный, бесчеловечный эксперимент над венесуэльцами Николас Мадуро и его российские партнеры и помощники продолжают, к сожалению, продолжают. Это был Прайм Мацарский в эфире телеканала АТР. Прощаюсь с вами, увидимся через несколько дней. Всего хорошего.